Сегодня мы поговорим о налогах, но для начала давайте определим, в чем различие ФНС и ИФНС. Итак, Федеральная налоговая служба России или сокращенно ФНС – это федеральный орган исполнительной власти, который контролирует исполнение законодательства о налогах и сборах. ФНС – это не налоговая инспекция. В быту часто говорят «налоговая». Под этим понятием подразумевают не федеральную службу, а налоговую инспекцию. Именно в инспекцию юрлица и физлица сдают отчетность, она же приходит на проверки, запрашивает документы и так далее. Деятельность всей этой системы регулирует закон Российской Федерации о налоговых органах. Он определяет, для чего необходимы такие органы, чем они занимаются, кто им может помогать и так далее. А также формулирует главную задачу налоговиков – контролировать правильность расчета и уплаты налогов, страховых взносов и сборов. Стоит отметить, что суть налоговой системы заключается в формировании бюджета путем организации налоговых сборов на федеральном, региональном и местном муниципальном уровнях. И благодаря усилиям действующего правительства, а именно председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, эта система становится прозрачней как для самих налоговых органов, так и для налогоплательщиков. Налоговая видит все. В этом вы можете убедиться, зайдя на сайт налог.gov.ru в свой личный кабинет. Как раз там будет отражено все – и ваше имущество, и ваши счета в банках, и размеры налоговых отчислений. Это очень удобно, а главное безопасно и абсолютно доступно. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Кроме того, вы можете проверить, в каких банках у вас открыты счета. Периодически проверяя эту информацию, вы обезопасите себя от действий мошенников, если вдруг вы потеряли паспорт или передавали свои персональные данные третьим лицам. Зная сумму налоговых отчислений, вы можете ее зафиксировать в своем финансовом плане. Тогда письма счастья от налоговой не будут для вас сюрпризом, а ваш семейный бюджет не пострадает от неожиданных расходов. Сегодня в передаче про деньги мы будем говорить о налогах и нововведении в налоговом законодательстве Российской Федерации в 2024 году. В качестве гостя у нас в студии Валентина Владимировна Яковлева, главный государственный налоговый инспектор отдела оказания государственных услуг Управления Федеральной налоговой службы России по Республике Саха-Якутия. Здравствуйте, Валентина Владимировна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, какие нововведения ждут граждан в ближайшее время и какие новые правила в налоговом кодексе уже действуют с начала этого года? Ну, изменения у нас в первую очередь, конечно, произошли по ИНС. Все мы помним, что с прошлого года мы перешли на единую налоговую систему. И в связи с этим по налогам, по которым платятся авансовые платежи, и по налогам, по которым не предоставляются декларации, необходимо направить уведомление. И изменение такое, что с этого года по НДФЛ уведомление надо будет направить 2 раза в месяц. То есть по доходам, которые с начала месяца по 22 число месяца, уведомление необходимо направить 25 числа, и налоги надо уплатить до 28 числа. А по начислениям, которые с 23 числа месяца до конца месяца, уведомление необходимо направить до 3 числа следующего месяца и уплатить налоги до 5 числа следующего месяца. И, конечно, в конце года у нас, если в декабре доходы с 23 числа по конец года, уведомление необходимо направить до конца года, то есть до 31 декабря, и необходимо уплатить в этот же срок. Вот такие основные изменения, и с этого года у нас отменена платежка со статусом 0,2, то есть если в прошлом году организации и предприниматели не направляли уведомления и могли предоставить нам платежное поручение со статусом 0,2, с этого года они обязаны направить уведомления. Поэтому еще раз напоминаем, что уведомления очень многие забывают направить, необходимо соблюдать сроки и направить их в установленные даты. Также изменения у нас по НДФЛ в части
предоставление, то есть начисление ставок по НДФЛ для нерезидентов, да, то есть и если человек работает на удаленке, находится за границей, но при этом является сотрудником организации, которая находится у нас на территории Российской Федерации, то с этого года ставка НДФЛ для них становится стандартной, общей, да, то есть 13-15%, потому что для других нерезидентов у нас ставка остается 30%. И также у нас с этого года появились такие необлагаемые лимиты для удаленщиков, да, которые работают на своем оборудовании и применяют свое программное обеспечение. Для них установлен лимит в размере 32 рубля в сутки, то есть это необлагаемый доход получается. И также у нас с этого года для работников, которые работают например, вахтовым методом, да, то есть в разъездных работах, то для них тоже установлен необлагаемый лимит 700 рублей суточных в день, если они работают на территории Российской Федерации, и 2500 рублей, если они работают за границей. Также у нас изменения по УСН, то есть появилось разрешение применять упрощенную систему налогообложения для организаций предпринимателей, которые занимаются производством и продажей серебра. То есть ранее для них был запрет, они не могли, все, которые работают на ювелирке, для них был запрет на применение упрощенки. С этого года имеют право. В этом году те, кто успели подать заявление до 31 марта этого года, то они уже применяют. А те, кто уже не успели, то они имеют право уже со следующего года, соответственно, до 31 декабря они имеют право подать уведомление о переходе на УСН. Ну и, конечно, для патентщиков, да, этот вид тоже производства и продажа серебра, серебряных изделий, тоже можно купить патент, да, и работать, но оно вступает в силу с 1 января следующего года. Соответственно, патент тоже можно получить по серебру. Ну, вот основные изменения, которые могли, да, заинтересовать наших телезрителей. И, конечно, у нас изменения, да, по социальным вычетам, то есть они были лимитированные суммы были повышены. Ну, об этом мы еще поговорим. Да. Впереди у нас длинный разговор, потому что много интересных тем. И объясните, пожалуйста, вот как раз в свете последних событий, да, каким образом будет начисляться налог 15% на доходы физических лиц? Ну, НДФЛ у нас в Российской Федерации облагается по нескольким ставкам, да, применяется прогрессивная ставка 13-15%, есть чисто ставка 13%, отдельно 15%, 9%, 30% и 35%. То есть ставка налога зависит от вида дохода, от налогооблагаемой базы и от статуса резидента Российской Федерации. То есть прогрессивная ставка 13-15, она применяется в основном практически во всех видах дохода, то есть наша с вами зарплата облагается по ставке 13%. То есть если у человека доход составляет в течение года менее 5 миллионов, применяется ставка 13% стандартная. А когда доходы уже превышают 5 миллионов, то применяется ставка 15 миллионов. Также ставка отдельно 13% применяется, например, если человек получил доходы в виде подарка, да, например, человек получил квартиру от своей тети, то есть это не прямой родственник, облагается налогом, как получивший доход, да, и, соответственно, тут уже налоговая база не имеет значения, там 5 миллионов не работает, квартира стоит, например, 7 миллионов, а оно облагается по ставке 13% на всю сумму. Отдельно 15% у нас облагаются доходы по дивидендам. Подставки это не резиденты, то есть, да, если они получают на территории Российской Федерации, да, доходы по дивидендам, они облагаются по ставке 15%. 9% облагаются резиденты по доходам на проценты по облигациям.
И 30%, я уже как говорила, облагаются все нерезиденты Российской Федерации, да, кроме тех, которые вот в этом году получили да, такое ну, как его, уменьшение ставки, это 13-15%, да, работники, которые работают на удаленке и являются сотрудниками организации Российской Федерации. И, конечно же, 35% имеется ставка. Это облагается доход, когда мы выигрываем в этих розыгрышах, да, которые, ну, в каких-то играх, конкурсах, которые проводятся в целях рекламы. В этом случае доход облагается по ставке 35%. Ну и, конечно, я всем напоминаю, если вы хотите воспользоваться налоговыми вычетами, то налоги вычет предоставляется по доходам, которые облагаются по прогрессивной ставке 13-15%. А какие изменения произошли в системе получения социальных вычетов в 2024 году? Да, с этого года у нас да, лимит на социальный вычет повысился. То есть, если ранее в год составляло 120 тысяч дохода, то с этого года ставка, вернее, лимит повысился до 150 тысяч. Напоминаю, что социальный вычет – это расходы на платное лечение, платное обучение, на лекарства, на личное страхование, на пенсионное страхование, да, также на фитнес, то есть оздоровительно-физкультурные вот занятия. И в этом случае необходимо надо было предоставить справку о том, что вы проходили, да, платное обучение. То да, с этого года также изменение, что можно воспользоваться упрощенным вычетом по социальным вычетам. Также с этого года повысился сумма вычета на платное обучение детей. Сейчас она составляет 50 тысяч рублей на одного ребенка. Вычет повысился до 110 на одного ребенка, то есть практически в 2 раза. И напоминаю, что изменения действуют с 1 января 2024 года, то есть заявить данные суммы можно в следующем 2025 году по истечении этого года. И опять же, да, вот делаю упор, что в этом году, в течение этого года вы можете предоставить декларации по вычетам, и в этом случае действуют старые суммы, это 120 тысяч и 50 тысяч на ребенка. А правда ли, что теперь гражданам, которые хотят получить как раз налоговые вычеты, не придется отправлять налоговую подтверждающие документы, если, так как эту информацию Федеральная налоговая служба может взять напрямую у компании, которая оказывала услуги, например, образовательная организация, фитнес-клуб и так далее? Да, вот называется он упрощенный вычет. Да, вычет упрощенный у нас ранее применялся и применяется по имущественным налогам, имущественному вычету и по инвестиционному вычету. И с этого года разрешили применить упрощенный вычет по социальным вычетам. То есть в этом случае, да, организация, например, медицинская, которая вам платную услугу сделала, да, платное лечение, имеет на это техническую возможность предоставления информации в электронном виде в налоговый орган. Это, конечно, первое, да, что необходимо. Ну и, конечно, надо учитывать, что заявить должен сам налогоплательщик, да, то есть, чтобы получить и упрощенный вычет, необходимо подойти в организацию, где вы получали услугу платную, и заявить, да, заявление написать или заявить, да, вот я хочу применить упрощенный вычет, и в этом случае, да, предприниматели и организации, они могут направить в электронном виде сведения уже в налоговый орган. И основное требование для налогоплательщика – это надо иметь личный кабинет у нас на сайте налоговой службы налог.gov.ru. Потому что информация, да, когда вот сведения с организации или предпринимателя к нам поступят в налоговый орган, информация падает прямо в личный кабинет. И в этом случае налогоплательщик буквально просто нажимает на кнопочку, что соглашается получать этот вычет. И, естественно, в течение
одного месяца он получает этот вычет. Скажу, что вычеты, да, мы, когда поступает декларация, они сейчас законодательно установлен срок 3 месяца, а в упрощенном порядке можно получить его за месяц. Да. И уже давайте перейдем, наверное, к самому интересному налогу и самому популярному. Это налог для самозанятых. И насколько такая форма предпринимательской деятельности стала популярной у якутян? Ну, налог на профессиональный доход, да, мы в обыденности говорим налог на самозанятых, он вообще установлен законом 422 федеральным законом, действует на территории России с 2019 года, а у нас в республике он действует с июля 2020 года, да, то есть время некоторое уже прошло, и многие уже применяют, потому что этот специальный налоговый режим, он на данный момент является самым удобным, простым и выгодным. Потому что ставки, в первую очередь, тут низкие, да, 4%, если вы получаете доход, когда работаете с физическими лицами, и 6%, когда работаете с организациями. Основное ограничение – это самозанятый не должен иметь работников, то есть он может сам работать, должен сам один работать. И, конечно, эта сумма дохода в течение года оно не должно превышать 2 400 000 рублей. Удобство этого спецрежима в том, что постановка на учет очень простая. Да, необходимо только скачать мобильное приложение, называется «Мой налог». Оно абсолютно бесплатное. Необходимо установить на телефон, ввести паспортные данные и фотографии. То есть можно тут же даже селфи сделать и внести фотографии приложения, и все. Да, информация автоматом поступает в налоговый орган, и вы считаетесь уже, да, поставлены на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход. И, соответственно, с этого момента вы имеете право уже работать, получать доходы, и необходимо только ввести каждый раз, при получении дохода, ввести данные в само приложение. И по истечении месяца само приложение автоматом считает вам налог, да, что очень удобно, то есть отчетность по самозанятым отсутствует, все делается автоматом в самом приложении. Также установлен вычет, называется он вычет на, как говорится, на первое время, да, в размере предоставляется 10 000, то есть это такая сумма не маленькая, да, когда начинаешь работать, и эта сумма, она занижает сумму ставки. Опять же, если вы работаете с физическими лицами, вместо 4% с вас удерживается 3%, а если работаете с организациями, вместо 6% удерживается налог в размере 4%. То есть вам, как говорится, льгота предоставляется, пока вы полностью эту сумму 10 000 не используете. Также вот эта система, да, она очень хороша тем, кто хочет монетизировать свое хобби, например, да, то есть она разрешает людям работать, иметь трудовые отношения, то есть основную работу какую-то, да, и в свободное время можно заниматься любимым делом и уже, как говорится, легально продавать и получать доходы. Да, тем самым обеспечить себе дополнительный доход. Да. И давайте дадим несколько простых советов нашим телезрителям, на что, по вашему мнению, им необходимо обращать внимание и куда обращаться за консультацией. Ну, конечно, в первую очередь рекламируем наш личный кабинет на сайте налог.gov.ru, да, потому что кабинет у нас очень удобный, имеется вся информация, которая находится у нас в базе налоговых органов. Здесь же можно получить всю информацию, да, увидеть все свои доходы, можно посмотреть всю информацию о своем имуществе, да, о транспорте, земле. Тут же даются все формулы, каким образом все считается, какие налоги надо. Да? И, конечно, опять же, сроки уплаты, все это здесь находится. Также здесь же можно получить и ННН, можно получить справку о расчетных счетах. Короче, всю информацию, да, которую необходимо, можно получить в личном кабинете. Также можно все вопросы, которые непонятные,
можно, да, обращение направить через личный кабинет. Также, конечно, рекламируем наш сайт налог.gov.ru. Да. На сайте у нас имеется более 70 электронных сервисов, то есть можно не ходить практически в налоговый орган, все вопросы можно получить там. И, конечно, единый контакт-центр 8 800 и 7 двоек. Бесплатно можно получить ответы на все вопросы. Спасибо вам большое, Валентина Владимировна, за то, что вы пришли, рассказали столько интересного, и я уверена, что эта информация будет очень полезной для наших телезрителей. Все ли из вас знают, что такое ИНН и для чего он нужен? Давайте разберемся. Идентификационный номер налогоплательщика – это уникальный код, который придумали, чтобы точно идентифицировать физических лиц или бизнес. Дело в том, что название или фамилия, имя, отчество часто совпадают. Например, в Якутске может жить 1000 Иванов Ивановичей Ивановых и работать несколько компаний «Сахострой». Налоговый инспектор, партнер по бизнесу, кредитный специалист в банке – все они могут перепутать людей или предпринимателей, если будут ориентироваться только на имя или название. С ИНН другое дело. Инспектор ФНС не запутается в десятке деклараций от одноименных коммерческих фирм. Предприниматель проверит, что оплачивает работу нужного подрядчика, и специалист в банке убедится, что проверяет кредитную историю нужного человека. По цифрам из ИНН можно узнать, какая налоговая присвоила номер и в каком регионе она базируется. Всего в ИНН физического лица, ИП или самозанятого 12 цифр. Первые 2 цифры – это код региона, именно код региона Российской Федерации. Расшифровку можно посмотреть в едином справочнике. Например, 14 – это код Республики Саха-Якутия. Значит, ИНН выдали в ней. Следующие 2 цифры – номер налоговой, которая присвоила ИНН. 6 цифр с 5 по 10 – это порядковый номер налогоплательщика. Последние 2 цифры – сгенерированные цифры для проверки подлинности документа. Как узнать ИНН? Через сервис на сайте Федеральной налоговой службы. Нужно ввести фамилию, имя, отчество, дату рождения, серию и номер документа, удостоверяющего личность. Обычно это паспорт или загранпаспорт. В ответ сервис найдет ИНН в своей базе и покажет его. Если у вас нет ИНН, то получить электронное свидетельство о постановке на учет физического лица можно абсолютно бесплатно в удобное для вас время без посещения налоговой. Для этого нужно на том же сайте Федеральной налоговой службы налог.gov.ru войти в личный кабинет налогоплательщика для физического лица или скачать мобильное приложение «Налоги физических лиц». Напомню, что для входа на сайт необходим логин и пароль, который можно получить в любом налоговом органе или воспользоваться учетной записью на портале Госуслуги. В личном кабинете вы заходите в раздел «Сведения», нажимаете на вкладку «Свидетельство ИНН». С этого раздела можно направить запрос в налоговый орган на получение ИНН. Подписать своей электронной подписью. Электронная подпись очень просто формируется в личном кабинете бесплатно в разделе «Настройки профиля». Переходите на вкладку «Электронная подпись», но пароль к электронной подписи вы должны придумать самостоятельно. И ваш ИНН появится в личном кабинете в формате PDF и будет подписан усиленной квалифицированной подписью налогового органа. Свидетельство там будет постоянно. Вы сможете его скачать в любое время, неограниченное количество раз. Также узнать свой ИНН можно через госуслуги. Вы заходите в профиль или в раздел «Документы». Ну и, конечно же, в самой налоговой. Надо подойти с паспортом, и вам скажут ваш ИНН. Избегайте других сервисов предоставления данных об ИНН в интернете. Это могут быть мошенники, которые хотят получить ваши паспортные данные. И не переживайте насчет того, что ИНН уже не печатают на красивом бланке, а сейчас его печатают на обычном белом листе А4. Такой ИНН тоже является действительным. Согласитесь, что так намного проще. С вами была Рита Якушева и передача про деньги. До новых встреч в эфире.